Прямо сейчас в Нигерии убивают христиан, а весь мир и средства массовой информации смотрят в другую сторону. Масар Аким, репортер «Правды Нигерии», поделился с нами некоторыми подробностями. Масара, нам не нужны сообщения из вторых рук. Мы не хотим слышать, что этот человек знает того человека. Вы на месте. Расскажите нам, что сейчас происходит с христианской общиной в вашей части Нигерии. Да. Сейчас, пока мы говорим об этом, в среднем поясе, центральных штатах Плата и Бенуэ одновременно происходят внезапные хаотичные нападения. И, возможно, другие нападения происходят и в других частях центрального региона, который известен как регион среднего пояса. Но по информации, которую мы подтвердили, в настоящее время продолжаются нападения на юге и западе Макурди, столицы штата Бенуэ, который считается житницей Нигерии, а также на юге Джоса, который является столицей штата Плата и также считается штаб-квартирой христиан Нигерии. Итак, нападения продолжаются, пока мы говорим об этом, и у нас нет всех фактов. Детали все еще немного разрознены, и мы все еще собираем информацию. Главным образом от свидетелей, которые все еще прячутся в поисках укрытия. Но только за последнюю неделю, только в одном округе штата Бенуэ было убито более 86 человек. Другие случаи произошли в округе Гума, где в настоящее время продолжаются нападения, о которых мы говорим. И более 20 человек были убиты в штате Плата только за последнюю неделю. Что ж, Масара, вы прислали несколько действительно ужасных видео, которые вы сами и сняли. Итак, еще раз, я думаю, вы знаете, что некоторые из этих видео трудно смотреть, но я думаю, что нам нужно показать это. Расскажите про видео, которые вы нам прислали. Да. Итак, что же примечательного в этих видеороликах? Или скорее в одном важном видео, которое я прислал? Это массовые разрушения. И, конечно же, то, на котором также показана сожженная дотла церковь, что свидетельствует о том, что эти нападения не связаны с изменением климата или столкновениями фермеров и скотоводов, как хотелось бы верить тем, кто распространяет отрицание геноцида. Это религиозные нападения, направленные против христиан. И они главным образом направлены на установление халифата в крупнейшей чернокожей стране мира. И на самом деле это только начало или первый шаг к тому, что я считаю глобальной повесткой дня, направленной на то, чтобы захватить власть над всем миром. Но закрепление в Нигерии имеет очень важное стратегическое значение для достижения этой цели. Потому что к тому времени более 200 миллионов нигерийцев будут вынуждены стать мусульманами. И теперь их вербуют в качестве пехотинцев для этой миссии. И они разбросаны по другим странам. Вы можете себе представить, какой ущерб они могли бы нанести. Конечно, есть и другие видеозаписи, на которых показаны пострадавшие, которые в настоящее время находятся в больнице. Они проходят лечение в больнице от травм, полученных в результате пулевых ранений, которые они получили в последние несколько дней, когда продолжались нападения. И, конечно, есть одна конкретная женщина, вы можете видеть, как сильно пострадала ее рука в результате нападения. На самом деле, она единственная, кто выжил в нападении, в результате которого была уничтожена вся ее семья. Она наблюдала, как террористы убивают ее 6-месячного ребенка, ее 2-летнего ребенка, ее мужа и еще одного 5-летнего ребенка. Все это происходило на ее глазах. Она находилась там, и она была жестоко ранена и была оставлена умирать. Она также была бы убита, если бы не притворилась мертвой, если бы показала, что в ней еще есть признаки жизни до ухода террористов. Масара, я думаю, вы проделали потрясающую работу по разъяснению, потому что мир может сказать: «О, это земельный спор, это спор о скотоводстве». И то, что вы делаете, это кристально четкое объяснение того, что это проблема религиозных преследований. К счастью, наша аудитория обращает внимание на происходящее в Нигерии, но, похоже, никто другой этого не делает. Я видел кое-что в христианской газете, но основные СМИ, по большому счету, игнорируют это. Как вы думаете, почему миру и СМИ это безразлично? Да, я думаю, потому что нигерийским властям удалось убедить мир в том, что самой важной проблемой в Нигерии сейчас являются Боко Харам и ИГИЛ, которые ведут религиозную войну на северо-востоке Нигерии. Но опять же, есть группа преступников, членов неустановленной джихадистской группировки, которые идентифицируют себя как представители этнической группы Фулани, ведущие ту же террористическую войну, тот же джихад в центральном регионе, главным образом в сотрудничестве с теми же террористами. ИГИЛ, Боко Харам, Аль-Каидой.
А нигерийское правительство просто говорит миру, что это всего лишь земельные споры, что это всего лишь фермеры, ведущие оседлый образ жизни, вступающие в конфликт с полукочевыми скотоводами. Но на самом деле, когда они совершают эти нападения, они не нападают на мусульман, они не нападают на мечети, они не нападают на тех, кто не идентифицирует себя как христиане. Но если вы идентифицируете себя как христианин, то вы являетесь мишенью. И когда они нападают, они просто вытесняют общины. Они заменяют эти общины и превращают их в запретные зоны для христиан, а также в плацдармы для дальнейших нападений. Как я уже говорил в последнем видео, за последние 2 десятилетия более 150 христианских общин были захвачены этими террористами и превращены ими в запретную зону для исконных христианских землевладельцев. Это только в штате Плата. В штате Бенуэ их 200. Их более 200 в штате Кадуна, более 200 в штате Насара и в штате Нигер, где действуют так называемые террористы Фулани, которые оспаривают территориальный контроль у повстанцев. Более 500 были захвачены в плен этими террористами, которые борются за ту же цель. Таким образом, хотя они и сражаются под разными названиями, на разных платформах и под разными личностями, их цель состоит в том, чтобы ввести закон шариата в самой густонаселенной стране Африки. Масара, спасибо вам за ясность, спасибо за ваш репортаж, и мы будем молиться за вас и вашу семью. Да благословит вас Бог, мой друг. Спасибо, и я рад поговорить с вами и со всем остальным миром.